интегрированное развитие Ошской области. Это проект, который реализуется при поддержке Трастового фонда Российской Федерации и ПРООН. Проект направлен на оказание помощи правительству Кыргызстана в создании условий для обеспечения устойчивого регионального развития Ошской области и предотвращения конфликтов. Развитие регионов – важнейшая задача для страны, поскольку именно экономическая и социальная устойчивость регионов дает устойчивость страны в целом. Экономические связи регионов позволяют связать воедино всю экономику страны. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков. Россия в силу дружественных союзнических отношений с Кыргызстаном оказывает неизменную поддержку его развитию. Это содействие реализуется на двусторонней основе, равно как и на многосторонней основе в сотрудничестве с международными организациями системы ООН. Программа развития ООН, ПРООН, которая охватывает целевым образом не отдельные направления, а интегрированное развитие целых регионов. Вот за последние годы при финансовом содействии России по линии этой организации были реализованы несколько проектов на Рынской, Чуйской и Сыкульской областях. Сейчас подходит к завершению программа интегрированного развития Ошской области. В этом коротком ролике, который вы увидите, поймете, на что расходуются эти средства, а это и восстановление ирригационной системы, и развитие мелкого производства, и содействие развитию туризма и другие сферы. Те примерно 200 тысяч человек, которые стали пользователями, которые приняли участие в этой программе, я думаю, они скажут большое спасибо и Российской Федерации, и сотрудникам программы ПРООН, которые непосредственно занимались реализацией этой программы. Ну и, конечно, мы думаем, что благодарны будут и центральные власти. В целом мы считаем программу очень эффективной и намерены продолжать ее реализацию. Программы регионального развития вносят вклад в достижение целей устойчивого развития с учетом потребностей и приоритетов страны. Мы высоко ценим то, что президент Кыргызской республики, его превосходительство господин Жээнбеков, объявил региональное развитие и цифровизацию в качестве ключевых приоритетов. Комплексная программа для Ошской области вносит практический вклад в политику страны в этой области. Трехлетняя программа с финансированием в размере 3 700 000 долларов США была реализована в тесном сотрудничестве с руководством и местными общинами Ошской области при финансовой поддержке Трастового фонда «Россия-ПРООН». Хочу выразить благодарность правительству Российской Федерации за поддержку этой и других программ регионального развития, реализуемых ПРООН в Кыргызстане. Я горжусь тем, что мы помогаем правительству Кыргызстана во внедрении новых решений, основанных на инновациях, зеленых технологиях и привлечении местных сообществ, частного сектора и местных органов власти к ускорению реализации целей в области устойчивого развития. В видео вы услышите голоса людей, наших партнеров. Их работа достойна высокого уважения. Они вкладывают свое время и ресурсы, которые улучшают их жизнь. Бюджет вклада проекта составил 3 700 000 долларов. Органы местных самоуправлений сделали вклад в размере 537,5 тысяч долларов, что составило около 18% от общей суммы проектов. В течение 3 лет проектом охвачены 30 сел из 17 муниципалитетов Ошской области. Проект включает 5 компонентов. Это устойчивое сельское хозяйство, туризм, торговля и продвижение зеленых технологий, доступ сельских сообществ к устойчивому водоснабжению, рост благосостояния сельских сообществ через реабилитацию социально-экономической инфраструктуры, рост занятости населения через усиление системы профессионально-технического образования, усиление резистентности местных сообществ к природным катаклизмам. Деятельность проекта соответствует национальной стратегии развития и национальным программам Кыргызской республики. Всего было поддержано 215 проектов. 200 тысяч жителей Ошской области получили улучшенный доступ к экономическим возможностям и государственным услугам. Создано 322 постоянных рабочих места, из них 159 для женщин. Временной работой были обеспечены 2002 человека, из них 544 женщины. Проведены 382 информационных мероприятия, на них обучено 63 751 бенефициариев, из них 31 204 женщин.
женщины. Внедрены новые технологии из Российской Федерации. Улучшено качество предоставления государственных услуг населению. Реабилитированы 5 ирригационных систем, 28 объектов питьевого водоснабжения, 34 объекта социально-экономической инфраструктуры, 7 объектов пастбищной инфраструктуры, 12 предприятий по переработке, хранению и сбыту сельхозпродукции благодаря проекту используют современное оборудование. Улучшены санитарно-технические условия на 39 объектах. Создано 13 объектов туристической инфраструктуры и бизнеса. Благодаря проекту открылись 20 бизнес-объектов для молодежи. При поддержке проекта на 15 объектах стали использовать возобновляемые источники энергии. Ветеринарные службы оснащены крематорами для снижения роста инфекционных заболеваний. Реализовано 5 проектов для обеспечения безопасности населения при чрезвычайных ситуациях, включая проекты по защите от угроз оползней селей. Для оказания своевременной помощи при чрезвычайных ситуациях МЧС КР создан мобильный госпиталь, оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем. Совместно с правительством Кыргызской Республики, ПРООН, ОБСЕ, GIZ и Ассоциацией предпринимателей создан Центр поддержки предпринимательства, где появился доступ к консультационным и обучающим услугам. Совместно с Национальным банком Кыргызской Республики и Ошским технологическим университетом проектом ведется работа по финансовой грамотности населения. Компонент 1. Устойчивое сельское хозяйство, туризм, торговля и продвижение зеленых технологий. В рамках проекта на 5 социальных объектах установлены солнечные батареи. В учебных и медицинских заведениях появился доступ к чистой питьевой воде и горячему водоснабжению. Благодаря улучшению санитарных условий школы смогли организовать горячее питание и снизить случаи инфекционных заболеваний среди учащихся. Установка батарей стала хорошим примером для местного населения. Результаты этого проекта полностью совпадают с целями государства по развитию регионов. На 15 объектах стали использовать возобновляемые источники энергии по выработке биогаза для отопления, солнечная сушка фруктов, водонагреватели, уличное светодиодное освещение. Эффективность их использования вызвала интерес у населения. А с повышением потенциала местных органов власти это также повлияло на принятие управленческих решений по интеграции вопросов возобновляемых источников энергии в местные планы устойчивого развития. Для развития сельского хозяйства, повышения урожайности и внедрения новых технологий были привлечены ученые из России. Сортоиспытательные хозяйства наладили сотрудничество с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами. Около 30 сортов российской селекции прошли экологические испытания в Ошской области. В городе Ош открыт туристический информационный центр, где гости могут узнать о возможностях туризма в регионе. Благодаря проекту у жителей самых отдаленных районов появилась возможность увеличить свой доход через сотрудничество с бизнесом. Впервые в истории они начали сдавать свое молоко. Мы получаем благодаря этому проекту такой интегрированный подход, в том числе и в развитии туризма. Нам удалось понять нужды фермеров, помочь им со сбытом, также понимание, что все мы находимся в одной цепочке производства продуктов, производства и сбыта продукции. И, конечно, мы помогаем фермерам со сбытом их продукции. Также фермеры получают от нас какую-то экспертную поддержку. Компонент 2. Доступ сельских сообществ к устойчивому водоснабжению. Сельские жители получили доступ к улучшенному питьевому и ирригационному водоснабжению. На реабилитацию 28 объектов выделено почти 459 тысяч долларов. Половину этой суммы выделил проект. Оставшаяся часть – это вклад органов местного самоуправления и сообщества. 2 районных центра санэпидемстанции получили оборудование для тестирования качества питьевой воды. Реабилитированы 20 водопроводных линий, 6 головных водосооружений. Благодаря улучшению качества питьевого водоснабжения 90 тысяч сельчан получили доступ к чистой питьевой воде. Раньше люди пили из этого РК. ПРООН поставил нам бактерицидное устройство, и мы подаем населению чистую воду. К нам за водой стали даже приходить из соседних сел. Говорят, что у нас вода вкусная. Грантовая программа проекта, направленная на восстановление системы ирригационного водоснабжения, профинансировала реабилитацию 5 объектов, что благотворно повлияло на работу 16 тысяч фермеров. 3
Третий компонент – рост благосостояния сельских сообществ через реабилитацию социально-экономической инфраструктуры. Проектом были улучшены санитарные условия в 34 объектах, включая 10 детских образовательных учреждений. В одном доме культуры проведен ремонт, построен один мост. В 12 сообществах установлено уличное освещение, построены 4 спортивные площадки, которые позволяют приобщать молодежь к здоровому образу жизни. 193 295 сельчан получили доступ к улучшенным общественным услугам. В 10 медицинских учреждений поставлено кардиооборудование, подключенное к центральному серверу областной больницы в городе Ош, что позволяет получать консультации профессионалов прямо в регионах. Вклад проекта в реализацию этого компонента превысил $250 000. Вклад правительства составил почти $185 000. Местное население не осталось в стороне. Жители внесли свой вклад в размере $35 000. В рамках этого компонента было активное вовлечение мигрантов из Кыргызстана, проживающих в России. 800 мигрантов сделали вклад в развитие своих сел. С помощью их вклада реабилитировано 4 объекта социальной инфраструктуры, где вклад мигрантов составил 9% от общей суммы проектов. Компонент 4. Рост занятости населения через усиление системы профессионально-технического образования. В 2 профессиональных лицея поставлено токарное, столярное и автослесарное оборудование для производственных цехов. Благодаря оборудованию, предоставленному в рамках проекта, пилотные лицеи смогли вести обучение по 3 новым специальностям и новую модель самофинансирования через предоставление платных услуг. В лицеях были созданы 2 электронные библиотеки с доступом к библиотекам ОШМУ и ОШТУ. В одном из них построена спортивная площадка. 254 учащихся лицеев прошли краткосрочные курсы по профподготовке, что помогло им в дальнейшем найти работу. Потребность в специалистах рабочих профессий в стране очень высокая. Поддержка профтехобразования позволяет решить 2 основные проблемы регионов – безработицу и миграцию. Так как у нас теперь оборудование, мы начали оказывать платные услуги населению. Нам было предоставлено токарное и автослесарное оборудование. Благодаря этому мы ввели новую модель оказания платных услуг и начали пополнять спецсчет учреждения. Наши ребята делают чайные столы, сувениры, принимают разные заказы. Это позволяет производственным цехам быть на самофинансировании и даже покрывать некоторые нужды лицея. Реализация компонента благоприятно повлияла на рост занятости сельской молодежи. Благодаря предоставленному оборудованию в рамках проекта открыты 4 швейных цеха, 8 станций техобслуживания, 1 цех по производству изделий из ПВХ, 1 мебельный цех, 1 токарный цех, парикмахерская и 4 пекарни. Созданы 126 новых рабочих мест, из них 52 для девушек. Мы прошли кулинарные курсы, обучение, как вести бизнес, и кроме того нам предоставили новое оборудование. И если раньше мы работали с раннего утра до поздней ночи, то теперь рабочий день сократился. Благодаря оборудованию можно замесить 50 килограммов муки. За один выход мы получаем 110 буханок хлеба, и теперь нам стало гораздо легче работать. Компонент 5. Усиление резистентности местных сообществ к природным катаклизмам. В рамках проекта наш штаб получил полевой госпиталь. В случае чрезвычайной ситуации мы можем развернуть его прямо на месте бедствия и принимать в нем пострадавших, оказывая своевременную помощь. Это очень удобно и полезно. У нас были случаи, когда во время землетрясений люди массово пострадали, и нам приходилось возить их в районные и областные больницы. А это время, и время иногда стоит жизней. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций для 30 сел разработаны профайлы риска бедствий и оказана помощь в реализации 4 митигационных проектов для защиты сельскохозяйственных угодий и источников питьевой воды. В рамках деятельности высажены саженцы с крепкой корневой системой, что позволяет защитить почву от эрозии. Таким образом, для 750 местных жителей решена проблема угрозы оползня. В целях снижения распространения инфекционных заболеваний среди животных ветеринарные службы 7 муниципалитетов оснащены крематорами для термической утилизации скота. Устойчивость и успешная реализация проекта привели к тому, что управляющий комитет трастового фонда решил дополнительно выделить $200 000 в 2019 году. Проект продолжил основываться на запросах местных партнеров. Средства направлены на масштабирование результатов, повышение воздействия и устойчивости достигнутых результатов для устойчивого развития Ошской области.
UNDP has formed very close partnerships with regional, district and local authorities around this program. ПРООН установила тесные партнерские отношения с региональными, районными и местными органами власти, с местными сообществами, предпринимателями и фермерами, социальными работниками и трудовыми мигрантами. Партнерство стало ключевым фактором в достижении целей программы. Мы создали сотни рабочих мест, улучшили качество и доступ государственных услуг. Мы использовали инновационные технологии для повышения производительности сельского хозяйства и переработки продукции. Реализовали проекты по развитию туризма и предоставили людям безопасный и улучшенный доступ к питьевой воде. В партнерстве с трудовыми мигрантами, жителями Ошской области, мы улучшили социальную инфраструктуру, такую как детские сады и освещение улиц. Более 193 тысяч жителей, включая всех членов общества в 3 пилотных районах и местных сообществах, получили положительные результаты проектов. In 3 pilot districts have benefited from the positive results of the projects.